Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан в числе первых оказал братскую помощь народу Киргизстана. Делегация агентства «Туркменсвязь» участвует в международном форуме Cisco Live 2024. Аркадак проведет второй товарищеский матч в рамках сборов в Анталии и другие новости. Стремительность, проявленная руководством братского Туркменистана, а также оперативность специалистов Туркменгаз, железнодорожников и других служб сыграли весьма важную роль в разрешении чрезвычайной ситуации на главной ТЭЦ Бишкека. Об этом в ходе брифинга в Ашхабаде заявил посол Киргизстана Азизбек Мадмаров. Пользуясь случаем, хотел бы от себя лично и от имени киргизских граждан, оказавшихся в столь сложных условиях, поблагодарить уважаемого президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа Курбангулы Бердымухамедова за братскую поддержку и помощь, оказанную нашему населению в трудную минуту. Гуманитарный груз очень оперативно и, главное, своевременно был доставлен в Бишкек. Помощь Туркменистана была одной из первых поступивших в нашу страну. Она уже на месте и используется по назначению. Такая поддержка тем ценнее, что оказывается вовремя, именно тогда, когда нужно, подчеркнул Мадмаров. Делегация агентства «Туркменсвязь» принимает активное участие в проходящем в Нидерландах международном форуме Cisco Live 2024, который ежегодно проводит одна из крупнейших в мире IT-компаний Cisco Systems для обмена опытом и развития сотрудничества в сфере информационных технологий, цифровизации и кибербезопасности. Туркменские специалисты посещают семинары и тренинги по современным технологиям, а также встречаются с международными экспертами для консультаций и обмена опытом. Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана объявил о проведении среди школьников страны конкурса рисунков на тему «Культура мира глазами молодежи». Конкурс проводится по случаю Дня дипломатических работников Туркменистана, который отмечается ежегодно 18 февраля. К участию приглашаются школьники с 1 по 11 классы. По условиям конкурса рисунки формата А3, А4 на указанную тему необходимо направить в ВУЗ до 15 февраля. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с генеральным секретарем международной организации Тюрксой Султанбаем Раевым. Стороны обсудили масштабную программу совместных мероприятий как в Туркменистане, так и в других странах-членах Тюрксой. Кроме того, запланирована популяризация творчества Махтум Кулифраги и культурного значения древнего города Аннау на различных международных платформах. 2023 год стал феноменально успешным для туристической индустрии Турции. Страна, являясь одним из лидеров мирового туризма, приняла 56,7 миллиона иностранных посетителей, что на 10% больше, чем в 2022 году. Помимо пляжного отдыха, Турция зарекомендовала себя как популярное направление для культурного арт-туризма, гастрономических туров, велосипедных маршрутов и паломничества. В 2024 году страна амбициозно планирует привлечь 60 миллионов туристов. Робот-полицейский К5, дебютировавший осенью прошлого года на оживленной станции метро Нью-Йорка на Таймс-сквер, не оправдал возложенных на него надежд. Несмотря на оптимизм мэра Эрика Адамса, машина не прижилась в нью-йоркском метро. 180-килограммовый гигант не только не внушал доверия пассажирам, но и не справлялся с простыми задачами. К5 не мог самостоятельно передвигаться по лестнице, и за ним постоянно присматривали несколько офицеров. В итоге, проработав всего 4 месяца, К5 был уволен и теперь ютится в подсобке, к нескрываемой радости своих бывших коллег. Сегодня Аркадак проведет второй товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов в турецкой Анталии. Соперником команды Владимира Байрамова будет украинский «Шахтер». Начало поединка запланировано на 15:00 по ашхабадскому времени. Видеотрансляция матча будет доступна на официальном YouTube-канале «Горняков». Первую победу на проходящем в Таджикистане чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации среди женщин одержали футзалистки женской сборной Туркменистана. В третьем туре они со счетом 4-1 выиграли у соперниц из Таджикистана. Лучшим игроком матча была признана капитан сборной Туркменистана Мария Чарыева, оформившая дубль. Сборная Катара со счетом 3-2 победила команду Ирана в полуфинале Кубка Азии по футболу. В финале, который пройдет 10 февраля, Катар сыграет с командой Иордании. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.